Уважаемые журналисты, добрый день. Как мы с вами и договаривались на прошлой неделе, когда я проводила последний брифинг, буквально сегодня я передала документы в Народное собрание Гагаузии о будущей структуре исполнительного комитета Гагаузии, составе и, соответственно, программе. Поэтому я хочу проинформировать вас о том, что у нас сегодня состоялась встреча с председателем Народного собрания Дмитрием Георгиевичем Константиновым, на котором принято решение в четверг, этот четверг, 30 апреля, провести заседание Народного собрания Гагаузии. Утром будут проведены комиссии, на которых будет обсуждаться состав и структура, соответственно, и программа. А в 12 часов дня состоится заседание Народного собрания, на котором будет рассматриваться наше будущее правительство Гагаузии. Хочу сразу проинформировать всех вас, что команда, которая будет представлена на заседании Народного собрания, она достаточно долго обсуждалась, готовилась, обсуждалась каждая фамилия индивидуально. Лично я подошла к этому вопросу очень серьезно и принципиально. Для меня очень важны были профессиональные качества будущих членов исполнительного комитета, их навыки, опыт. Абсолютно не рассматривался партийный признак, то есть задача перед будущим исполнительным комитетом ставится следующим образом. Они должны заниматься конкретно социально-экономическим развитием региона, никто из них не имеет права заниматься политической деятельностью. Это очень важный, основной принципиальный момент, на котором я хочу сакцентировать, соответственно, свое внимание. Сразу хочу сказать, что будущий исполнительный комитет будет состоять из 21 человека вместе с председателем исполнительного комитета. Хочу отметить несколько моментов, что средний возраст будущих членов исполнительного комитета составляет 44 года. То есть это достаточно молодая, профессионально, амбициозная, харизматичная команда, которая любит Гагаузию, которая все свои силы приложит к тому, чтобы происходили серьезные изменения в нашей автономии. Образование у всех членов исполнительного комитета высшее, 100%. Из них 5 человек являются докторами наук, то есть каждый четвертый из представленного состава является доктором наук по тому или иному направлению. Из докторов наук 2 женщины и 3 мужчин. Также мы обратили внимание особо и на гендерное равенство, то есть из 100% будущих членов исполнительного комитета 35% это женщины, то есть 7 женщин будет руководителями тех или иных управлений, и 60% это мужчины. Даже с учетом того, что говорят... 65, да. Даже с учетом того, что говорят, что Гагаузия патриархальный регион, и было очень много суждений в части того, могут ли женщины управлять теми или иными подразделениями, скажу, что в нашей команде очень подготовленные женщины и подготовленные мужчины. То есть в любом случае мы подходили не исходя из гендерного равенства, из профессиональных качеств, но и соблюли эти принципы тоже. По национальному составу 65% это гагаузы, 15% это болгары, 10% это украинцы, 1 азербайджанец и 1 русский. То есть палитра наша гагаузская национальная полностью представлена, исходя из тех статистических данных, о которых мы говорили. Если нам говорить конкретно о структуре, каким мы видим будущий исполнительный комитет, сразу хочу сказать о том, что будут сокращены 2 единицы заместителей председателя исполнительного комитета. Если предыдущий исполком руководитель имел 4 замов, то согласно нашей новой структуре, которую мы представим в исполнительный комитет, будет всего лишь 2 заместителя. Будет первый заместитель и просто заместитель Башкана, председателя исполнительного комитета. Из членов старой команды исполнительного комитета сохранится 2 человека. Это руководитель управления финансов и руководитель управления внутренних дел Гагаузии. С учетом того, что будет 2 заместителя, значит, в ведомстве первого заместителя исполнительного комитета будет находиться несколько управлений. Сразу хочу отметить, кто будет возглавлять этот экономический блок и кто будет первым заместителем
председателя исполнительного комитета. Речь идет о Чебан Вадиме Петровиче, который является гагаузом, сам родом из Чешмекё, является доктором экономических наук. То есть впервые в Гагаузии первый зам Башкана будет из Волконежского района. То, чего не было. Чебан Георгий? Чебан Вадим Петрович. Значит, в экономический блок, соответственно, будет входить Главное управление финансов, его возглавлять будет Гусейнов Игорь, экономист. Главное управление экономического развития возглавит Броденюк Мария, гагаузская экономист из Тамая. Главное управление внешних связей возглавит Влах Виталий, гагауз, экономист, политолог, сейчас защищает диссертацию в Дипакадемии в Москве. Главное управление АПК возглавит Бабий Сергей, украинец. Главное управление строительства и инфраструктуры возглавит Панфилов Владимир, инженер-строитель. Главное управление налогового администрирования и контроля предлагается на эту должность Комарова Наталья, гагаузская финансист. Это экономический блок. Социальный блок. Заместителем председателя исполкома предлагается Танасогла Олеся Федоровна, гагаузка. Главное управление образования возглавит Тарлак Софья Михайловна, гагаузка педагог. Главное управление здравоохранения и социальной защиты возглавит Златовчин Алексей, болгарин, доктор медицинских наук. Управление по молодежи и спорта возглавит Болгар Максим, гагауз. Управление культуры и туризма возглавит Петрович Василиса Георгиевна, гагаузка. Управление юстиции по закону предлагает Народное собрание Гагаузии, эта должность остается за Народным собранием. Напрямую председателю исполнительного комитета будет подчиняться Главное управление делами Башкана исполнительного комитета, который возглавит Нягова Анна Георгиевна, болгарка, доктор исторических наук. Управление юстиции, я вам сказала, Суходол Сергей Владимирович. Управление службы безопасности и информации. Управление не юстиции, а... Полиции, да. Оговорилась, да. Значит, Главное управление службы безопасности и информации предлагается Топал Виктор Афанасьевич, ГГУС, подполковник. Камрадский район возглавит Гарчев Владимир Иванович, ГГУС, юрист. Чедермунский район возглавит Кара Валентин, болгарин, юрист. Волконежский район возглавит Терзи Федор Георгиевич, ГГУС, менеджер. По структуре предлагается в исполнительный комитет внести и научно-исследовательский центр имени Марии Васильевны Маруневич. По закону это было раньше предусмотрено, сейчас мы решили привести в соответствие структуру, и тоже предлагается, чтобы директор научно-исследовательского центра стал членом исполнительного комитета, это Пашалы Петр Михайлович. То есть я вам раскрыла структуру, назвала вам состав, соответственно. Одновременно мы представили и программу деятельности исполнительного комитета на 2015-2019 год. Программа, которая базировалась и была подготовлена на базе моей избирательной программы, с которой я выиграла выборы 22 числа. По деталям программы, по лицам, которые претендуют на должности в исполнительном комитете, я думаю, дополнительно я буду говорить с вами в четверг на заседании Народного собрания. Каждого, соответственно, охарактеризую, и каждый из будущих начальников управления, соответственно, сможет ответить на все возникающие вопросы и по их биографическим данным, и по их профессиональным качествам. Поэтому я надеюсь, что у нас все получится. Я надеюсь на поддержку Народного собрания Гагаузии. Мы хотим работать вместе, рука об руку. Для меня очень важно, чтобы законодательная власть сотрудничала с исполнительной властью. Задача перед будущими членами исполнительного комитета ставится следующая. Самое тесное сотрудничество с Народным собранием Гагаузии, это первое. Второе, теснейшее сотрудничество с центральными органами власти, соответственно, ну и исполнение своих должностных обязанностей. Поэтому я желаю нам всем в четверг удачи и надеюсь на то, что со следующей недели исполнительный комитет в рамках закона начнет уже работать. Всем огромное спасибо.